Приезжая в любую новую местность, хочется осмотреть максимальное количество достопримечательностей. Вне зависимости, город это или маленькое село, всегда найдется что-то, за что цепляется внимание. Отправляясь в город Томот Алданского района, мы знали, что он был основан в 1925 году и ранее был центром судоходства реки Алдан. А значит, здесь точно есть на что посмотреть. Алданский район издавна был местом компактного проживания эвенков. Их традиционными занятиями были оленеводство, охота, рыболовство и не только. За ходом этой истории можно проследить в этнокультурном центре города Томот. К нам очень часто приезжают гости города, особенно те, например, которые жили в нашем городе, в Томоте. По своим обстоятельствам уехали в другой город. И они стараются, конечно, в первую очередь, в первый же день они приходят к нам в музей. Они все время говорят, что в нашем таком маленьком городе есть такие уникальные экспонаты. Наконечник это 19 века. Подарила нам жительница города Томота Карамзина Татьяна Гаврилевна. Она 1912 года рождения, потомственный охотник-оленевод. Наконечник ей достался от деда. Сумка из бересты, каркас сшит из бересты, а сверху обшит камусом и ровдугой. Так как эвенки вели кочевой образ жизни, они с места на место очень часто переезжали, и очень было удобно две сумки на оленя повесить, и по обе стороны ему было легко, и, естественно, больше ты вещей мог перевезти, вещей, продуктов. Томот расположен на обоих берегах реки Алдан. Здесь кончается судоходный отрезок реки, в связи с чем на этом месте была основана Укуланская пристань, на которой и вырос город. Томот с эвенкийского языка переводится как «незамерзающий». За счет теплых источников местность богатая природой, полезными ископаемыми и творческими людьми. Самое подходящее место для развития экологического туризма. Мы еще не были здесь летом, но местные жители настоятельно рекомендуют посетить Томот именно в это время года. Скажите, пожалуйста, куда бы вы отправили туристов, гостей Томота первым делом? Что посмотреть, где погулять, что увидеть? Наверное, в первую очередь на речку, особенно вниз по речке, там очень красиво. И скалы, и вообще природа, все такое. Горы. Что у нас еще? Реку. Да, реку. Так. Путешествия на лодках. Насладились видом, получается, речкой. Особенно летом надо приезжать, там красиво. Там пожарить шашлыков. Вот летом это парк на том берегу. Главное, летом. У нас летом очень красиво. Очень красиво. Летом приезжайте. Обязательно приезжайте. Летом у нас красота. Летом на речку. Вся красота летом. Лучше летом все-таки, да? Летом. Кстати, прежде чем отправиться за новыми впечатлениями, в Томоте можно отлично подкрепиться в нескольких местах. На улице Есенина 1 расположилась столовая, где представлена вкусная домашняя кухня. А поужинать можно в местном ресторане «Шатун», расположенном на въезде в город. Отсюда открывается живописнейший вид на реку Алдан, в которую в жаркий день непременно захочется окунуться. Гости, которые приезжают с России, могут насладиться не только едой, но и красивыми видами. Мы угощаем своих гостей разными блюдами. В нашем ресторане представлена европейская, белорусская и якутская кухня. Конечно, люди, которые приезжают с России, они не знают блюд Якутии, и мы им предлагаем попробовать наши национальные блюда. Такие, как аляфрол, он приготовлен из вырезки жеребятины. Такие, как салат индигирка, она приготовлена из северной рыбы нельмы с брусникой, с луком. И десерт – это южный десерт, брусника, кедровый орех и сгущенное молоко. Все то, что водится у нас в нашем прекрасном крае. Мы всегда рады гостям. Приезжайте, пожалуйста, в наш ресторан. Мы вас всегда ждем. А скоро в Томоте появится зона отдыха «Укулан», в которой будет музей под открытым небом с образцами промышленной техники, посмотреть на который можно будет с приподнятого над землей прогулочного променада вдоль железнодорожных путей. Визитной карточкой станет козловой кран. Также сюда вошли многофункциональные площадки активного отдыха. Детские, спортивные, скейт-парк, зона массовых мероприятий и зона водного канала с колесом обозрения. Все это благодаря гранту в размере 80 миллионов рублей, выигранному Томотом в прошлом году на 7-м всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Надеемся,
Надеемся, это послужит стимулом привлечения туристов со всей страны в этот живописный исторический уголок в Южной Якутии. Катерина Винокурова, Семен Семенов, Виктор Дичковский, Сергей Шипачев, Владимир Павлов. Томмот.